Привет всем, и я Елафи, и сегодня из этого видео должно получиться что-то хорошее, по крайней мере я надеюсь, потому что мыслей в моей голове слишком много, и их придется как-то сегодня скомпоновать в одно, и чтобы видео получилось достаточно интересным, и чтобы вам было интересно его смотреть, и я уже убила вас этими мыслями, все, я поняла. Начало лета, как вы знаете, прошла неделя. Какая неделя, Юля, две недели прошло, и быстро прошло, согласитесь, что просто недели летят, даже если все уехали на дачи. Всем не до тебя, ты сидишь дома, погода не очень, и ты смотришь сериалы, время летит все равно как-то очень быстро. Вообще хочу поговорить о лете, чем люди занимаются летом, чего хотят, что нас двигает на то, чтобы идти на улицу или не идти, оставаться дома. И в последнее время я поняла, что мы очень неактивные люди. Активный народ, мне кажется, что у нас у многих действительно есть возможность совершать, творить, но мы этого не делаем, потому что боимся, потому что комплекс, что общество делает так, что мы не хотим этим заниматься, боимся чего-то. Я никогда не понимала людей, которые начинают критиковать твои планы, твои цели на жизнь. Но суть моего видео в том, что мы живем неактивно, и я хочу призвать вас всех жить активнее. У нас есть время, у нас есть возможность, у нас есть желание делать что-то, куда-то уехать, куда-то приехать, неважно. Мы можем что-то делать, но у нас нет денег. И для нас самой большой проблемой в этом возрасте становятся деньги, которых у нас нет. Но у меня есть время, но у меня нет денег. И это главная проблема нашего общества, потому что все стоит. Сейчас люди выбирают профессию, где больше зарплаты. В большинстве случаев действительно люди выбирают о том, что престижно и где можно добиться успеха. И, не знаю, по-моему, у каждого второго цель в жизни заработать как можно больше денег. Все потому что мы сейчас не можем никуда уехать и не можем ничего сделать, то, что мы хотим, потому что у нас нет денег. Когда ты становишься старше, у тебя есть деньги, но у тебя нет свободного времени. Очень много людей, с которыми я общаюсь, мои друзья, мои знакомые, уже взрослые, у которых есть работа, у них нету просто времени, они говорят, что у нас есть возможность уехать в ту же самую Испанию, когда угодно, у меня есть деньги на это, но я не могу себе это позволить, потому что я работаю, и отпуск у меня только в июле. Конечно, от моего видео там денег у меня больше не появится в данный момент, и знаете, я бы очень сильно хотела заниматься видео, например, больше, у меня есть возможность, но у меня тоже есть работа, потому что я хочу заработать денег, на которые я смогу куда-то поехать или что-то себе купить. Это очень-очень неприятно, я действительно с каждым днем понимаю, что мало, даже вещь, просто даже на автобусе поехать в центр, тебе нужны деньги. Я начинаю думать об альтернативах, которые можно заменить. Это свободное время сейчас, вот все друзья уехали куда-то на дачу, на работе, друзей, в общем, друзей нет, вас все кинули, погода тоже не очень, и вообще пойти некуда. Постарайтесь это время, которое у вас есть сейчас, на данный момент, переоценить и переделать в саморазвитие, потому что у вас сейчас свободное время, и поверьте мне, во время школы, во время лицея, во время университета у вас нет этого времени, поэтому читайте книги. В лицее я вообще нету времени читать книги, вообще никакого времени, кроме школьной литературы. Мы очень сильно зависим от социальных медиа, особенно таких социальных медиа, как Инстаграм, например, приложение, где ты должен показать себя в самом лучшем свете, какой ты красивый, умный, красивый. Я сказала красивый 2 раза. Есть дети, которые сидят за телефонами, за компьютерами постоянно все лето, и у многих, я по себе даже знаю, одно мое лето полностью ушло в Sims. Просто полностью. Сейчас, наверное, самое лучшее время заняться саморазвитием, почитать, открыть для себя что-то новое, новые инструменты, может быть, какие-то, может быть, заняться спортом. Мне кажется, что лето — это лучшая пора заниматься спортом, потому что у тебя действительно много свободного времени. Я уже этим летом съездила в Швецию и в Данию. Как вы знаете, у меня был влог. Если его не видели, то ссылка вот здесь. Посмотрите обязательно, мне очень было приятно делать это видео, я попыталась его сделать таким, чтобы все поняли, какая это была поездка. Знаете, всегда нужно идти за своими целями и развиваться, если вы уже знаете, кем вы хотите стать в будущем, нужно потихонечку делать шаги к этому и развиваться, и научиться действительно жить активнее, брать все возможности, которые дает, если вот сегодня концерт где-то бесплатный в центре города, и вам он нужен для будущего, или вы хотите с кем-то познакомиться, вперед. Зачастую мне не хватает смелости пойти поговорить с кем-то, хотя я очень сильно хочу с кем-то познакомиться, поэтому я себя тоже призываю немножко быть посильнее, поактивнее, и надеюсь, что этим летом я действительно начну
больше думать о будущем и больше задумываться о планах, наверное, на свое будущее, на свою будущую учебу. Можешь поехать в Испанию, и ты можешь такой: ай, господи, я поеду в Испанию, потом обязательно съезжу, и оставить у себя это в голове, что я обязательно съезжу в Испанию когда-нибудь, а сейчас я могу поехать на лодке на остров и провести там отличный день. Или, понятное дело, что один ты никуда не поедешь, я не могу, у меня нет денег на проезд. Я могу поехать на велосипеде. Подростков сидят дома и жалуются на то, какое лето скучное, когда они могут встать с дивана, просто посмотреть вокруг и пойти и найти какие-то возможности вокруг себя, потому что самое сложное в этой жизни — найти возможности, которые нас окружают. Не всегда нужны деньги для того, чтобы провести отличное лето. И не всегда нужны друзья, чтобы провести отличное лето. Когда вы в сентябре или в августе, у кого когда начинается школа, универ и так далее, посмотрели назад и сказали: я провел отличное лето, неважно, было ли оно в тусовках или было ли оно одиноким на кровати с книжкой, потому что дело не в том, насколько ты красивый, насколько ты умный, насколько ты худой, насколько ты там, у тебя хорошая кожа, насколько классно ты одеваешься, дело вообще не в этом. Я думаю, что каждый из вас вынес здесь что-то очень умное. Пишите мне, пожалуйста, на Аськ, в Твиттер, ВКонтакте, вообще в любые инстанции, я буду отвечать всем, и я всем отвечаю. Я, ребят, очень хочу, чтобы вы были позитивными, оставались очень талантливыми, какие все мы и есть, жизнерадостными, особенно теплыми, и наслаждались лучами солнца. Где-то их мало, где-то их много. В Финляндии очень мало, поэтому любое солнышко нам просто радость неимоверная. Спасибо за просмотр этого видео. Я хочу отличного лета, живите активно, любите друг друга, и все будет классно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, мечтайте, и все ваши мечты сбудутся.